Сегодня, 3 апреля, отмечается веселый неофициальный праздник «Всемирный день вечеринки». Этот праздник появился после выхода романа Ванны Бонта «Полет». В фантастическом романе отсчет времени шел в обратном порядке и стремился к 3 апреля 2000 года. В этот день по задумке должен был состояться всемирный праздник, цель которого была предотвратить войну, объединить человечество и подружить их. Вообще, если задуматься, праздник и дружеское проведение времени всегда можно рассматривать как альтернативу войне. 3 апреля, по некоторым данным, принято считать днем рождения штрихового кода, одного из самых передовых и полезных изобретений 20 века, которое положило начало автоматизации процесса учета и отпуска товаров, а значит, улучшило и ускорило процесс обслуживания покупателя. Именно в этот день, в 1973 году, компания IBM официально представила свою разработку – один из самых распространенных линейных символик штрихового кода. С тех пор эта дата и считается днем рождения штрих-кода. 86 лет назад в этот день русский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки человеку. Операция стала первой в мире трансплантацией почки от человека к человеку, что доказало возможность в клинических условиях пересаживать не только кусочки тканей, а целые органы живому человеку. На сегодняшний день подобные операции проводятся в плановом порядке во многих клиниках мира. Всеми любимая комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница» радует зрителей вот уже 52 года. 3 апреля 1967 года состоялась премьера комедии «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Цель приезда – этнографическая экспедиция. Трудно поверить, но комедия могла никогда не выйти в прокат. Госкино начисто заблокировало комедию Гайдая за несоответствие легкомысленного юмора и серьезности поднятых в фильме проблем и положило на полку. Спас комедию Леонид Ильич Брежнев, который, отдыхая на даче, запросил что-нибудь новенькое из отечественного кино. Доброжелатели Гайдая подсунули ему «Кавказскую пленницу». Брежневу фильм так понравился, что он отправил в Госкино письмо. Поздравления с новым успешным фильмом.